Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Туман полетам пока не мешает. Аэропорт в Якутске, несмотря на погодные условия, работает в штатном режиме. Мультимедийная доска на смену обычной. Еще одна школа в Якутии присоединилась к проекту «Цифровая образовательная среда». История, основанная на реальных событиях. Предпоказ фильма «Сердце солдата» прошел в столице региона. 200 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации. Так, в Якутске заболели 90 человек, в Мирнинском районе 16, в Алданском 14, в Мигино-Кангаласском и Нерюнгринском районах по 10, в Верхневилюйском и Татинском по 7, в Усть-Алданском 6, во многих других районах от 1 до 5 заболевших. Мы получили 300 доз вакцины на прошлой неделе, в пятницу начали вакцинацию. И буквально вчера получили дополнительно 500 доз вакцины, которые будут также реализованы, как предыдущие, для врачей, работающих в красной зоне. Итого 842 дозы новой вакцины от ковид наша республика получила. Мы ожидаем поставок, которые будут по разнарядке Минздрава Российской Федерации для прочего медицинского персонала, который работает в амбулаторном звене, либо, в стационарах, не задействованных под ковид. И только после вакцинации по всей территории страны медицинских работников, социальных работников наступит вакцинация массовая для населения. В очной форме в Якутии продолжают работать порядка 170 школ. В очно-заочной 237, в дистанционной форме 243. На карантине находится 41 школа и 5 детских садов. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Местников. По его информации, больше всего классов закрыто в Якутске. На дистанционном обучении их 75. Остальные 28 классов приходятся на районы, в том числе в Алданском 10 классов, в Нерюнгринском 8. Еще в ряде районов закрыто от 1 до 4 классов. Что касается детских садов, вице-премьер отметил, что всего на карантине продолжают находиться 5 учреждений дошкольного образования. Почти 1000 заявлений на общую сумму 12 миллионов рублей приняли на предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств республиканского маткапитала «Семья». Из них более 960 человек уже получили выплату 15 тысяч рублей. Об этом нашему телеканалу сообщили на правительственном часе Постоянного комитета по делам семьи и детства Госсобрания Илтумен. Напомним, во время пандемии руководство республики утвердило несколько мер поддержки семей с детьми. Сюда входит обеспечение компьютером во время дистанционной учебы, бесплатным питанием, предоставление пособий на детей от 3 до 7 лет. Также по инициативе комитета около 8 тысяч выпускников школ по всей республике получили по 5 тысяч рублей. Второе наше предложение, конечно, это то, что многодетным семьям сейчас со следующего года они уже не будут платить транспортный налог. Законопроект был внесен правительством. Мы с 2019 года ставим этот вопрос. Соответственно, мы работали и с комиссией по налоговой политике. Соответственно, наше предложение было поддержано главой. Еще сняли ограничения, то есть с самого начала было ограничение на мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Соответственно, сейчас этого ограничения нет. Развитие авиационной отрасли Якутии обсудил Айсен Николаев с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Встреча началась с обсуждения проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска и организации полетов в это время. На сегодня уже проделана большая работа. Специалистами Института мерзлотоведения проведены исследования на территории летного поля. В проектно-сметную документацию внесены необходимые изменения. Говорили о субсидировании межрегиональных авиаперевозок в следующем году. Были затронуты вопросы господдержки ФКП «Аэропорты Севера», объединяющего аэропорты и посадочные площадки в Якутии. В частности, вопросы финансирования, эксплуатации и содержания аэропортов, доведения количества техники и оборудования до нормативных показателей.
Тем временем аэропорт Якутска, несмотря на туман, продолжает работу в штатном режиме. Накануне из-за плохой видимости, которая не позволила самолетам произвести посадку, 2 рейса были направлены в аэропорт Нерюнгри. При каких условиях самолетам взлетать и садиться запрещено, выяснял Юрий Осипов. Самолету предстоит рейс буквально через час. Перед этим он проходит полную подготовку. Один из ее этапов – прогрев. На протяжении 2 часов самолет прогревают с помощью горячего воздуха с температурой до 90 градусов Цельсия. Подогревается, начиная с двигателя и уходит в салон. Как готово будет, вода приходит, потом заправка подъезжает, заправляет самолет. И еще кислородом заправляет. Ну, всем, чем необходимым после подогрева самолета. Сейчас над Якутском навис туман. Из-за плохой видимости рейсы могут быть направлены на запасные аэродромы. Однако это зависит от множества факторов. По сообщению сотрудников аэропорта, взлет в Якутске можно осуществлять при видимости до 200 метров и более. Для посадки, в зависимости от категории самолета, требуется видимость не менее 500 метров. Данные нам поступают прямо с летного поля. Там стоят все необходимые датчики. Датчики видимости, ветра, температуры. Ну, как видим, сейчас у нас температура минус 49 градусов. Указывается также влажность, видимость, которая натуральная идет, и потом пересчитанная уже в 3 точках на взлетной полосе. Также информация об облачности, давлении, ветре и коэффициенте сцепления на взлетной полосе. Погодные условия вносят свои коррективы, и сотрудники аэропорта отмечают, что от этого многое зависит. Однако, несмотря на это, аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Юрий Осипов, Илья Сремятников, Якутск. Движение по автозимнику через реку Алдан открыли в Якутии. По информации пресс-службы Упордор-Вилюй, открыта ледовая дорога Хандыга-Мегина-Алдан. Ее разрешенная грузоподъемность составляет до 10 тонн. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций Упордор-Вилюй настоятельно рекомендует соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы, говорится в сообщении. В Амгинском районе за 11 месяцев зарегистрировано 34 пожара. Это на 2 случая больше, чем за аналогичный период 2019 года. Накануне сотрудники пожарной части совместно с представителями предприятий «Наслега» поддержали республиканскую акцию «Жилище-2020». Особое внимание уделили семьям группы риска, одиноко проживающим пенсионерам и людям с инвалидностью. Отметим, с наступлением холодов число возгораний из-за нарушений правил противопожарной безопасности увеличивается. Их часто выявляют во время профилактических рейдов. Это повреждение розеток, выключателей, отсутствие пожарных сигнализаций в многоквартирных домах. В селе Первый Хомуста Хнамского улуса введены сразу 2 новых дома по 2-му этапу программы переселения. Новоселов поздравили первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков и министр строительства Павел Колотчанов. 12 и 17-квартирные новостройки расположены на улице Максима Амосова. Квартиры в введенном доме на 1- и 2-комнатные. Счастливыми обладателями ключей стали 28 новоселов. По программе переселения до 2025 года в селе Первых Хомустах будут введены еще 2 дома. Кирилл Бычков подчеркнул, что идет большая работа по дальнейшему развитию и комплексному благоустройству села. В этом году у нас 2-й год реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья. В 2019 году был старт этой программы, и по завершению вот этого текущего года мы уже подводим итоги 1-го этапа, у нас 2-летние периоды. Дальше у нас планы каждый год повышательные. 19-20 год это была разгонка. 21 год, 22 и так далее практически добавляется около 30-50% к нашим планам. Еще одна школа присоединилась к проекту «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта образования. Что дает участие в данной программе школам республики и что это за проект, в материале Дмитрия Тымырова. Проект «Цифровая образовательная среда» – это трансформация системы образования, создание безопасной учебной среды. Одним словом, для организации учебного процесса теперь будут применяться только современные информационные технологии. Мы являемся свидетелями следующего этапа развития системы образования, инфраструктуры образовательных организаций через создание таких вот уникальных цифровых образовательных сред. Я считаю, что это позволит нам сформировать новые навыки, востребованные в
21 веке наших обучающихся. Сегодня школа номер 25 города Якутска открыла 3 кабинета в рамках данного проекта, а также под цифровую среду адаптировала и школьную библиотеку, где в каждом кабинете закуплена и установлена вся необходимая техника. Так, на смену классической школьной доски приходят современные мультимедийные. Отныне такие экраны становятся предметом передачи информации для учителей, для современных школьников. Путем применения современных технологий здесь проецируется вся необходимая информация, а также тут же без применения мела и школьной тряпки можно пальцем обвести, какое задание школьнику необходимо выполнить. Применение новых возможностей не только облегчает организацию учебного процесса, но и помогает учителю-предметнику применить как можно больше ресурсов при выстраивании урока. Доступ к таким электронным ресурсам нам дает быстро и качественно реализовать свои интересные проекты, также качественно и быстро подготовиться к урокам, а также к различным школьным мероприятиям. Благодаря данному проекту образовательные учреждения региона успешно вошли в дистанционное образование, что помогло многим учебным заведениям безболезненно организовать учебный процесс в период пандемии. Нынче в 2020 году открыли 19 площадок в 19 школах. В прошлом году, в 2019 году, цифровая образовательная среда была реализована в 11 школах. И в рамках этого мероприятия мы первую форсайт-сессию провели на базе 4 школ города, где наметили положительные, отрицательные моменты, все взвесили и наметили планы на развитие. Сегодня в регионе проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в 102 образовательных учреждениях. Из них 76 – это школы, 26 – профессиональные образовательные организации. В следующем году региональное министерство образования планирует продолжить эту работу и расширить количество школ, где будет внедрена цифровая среда. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Главный режиссер Сахаакадемического театра Руслан Тараховский по заказу Кобейского улуса снял историю, основанную на реальных событиях под названием «Сердце солдата». Сегодня в столичном кинотеатре «Лена» состоялся закрытый предпоказ картины, где представили съемочную группу. В связи с пандемией премьеру фильма перенесли на следующий год. Картину посвятили 75-й годовщине Великой Победы, где показана жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. Картину сняли за 3 года в Хангаласском улусе и в округах Якутска. Главную роль в фильме сыграл земляк Тимофея Сметанина, актер Сахатеатра Дмитрий Татаринов. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.